الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ученые, когда говорят про сердца, они сравнивают их с сосудами. Сердце – сосуд. И это сравнение, оно пришло из хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине у Аллаха есть сосуды на земле, и сосуды вашего Господа – это сердца Его праведных рабов, и самые любимые Ему эти сосуды – это те, которые чистые и мягкие. Значит, наши сердца – это то, что у Всевышнего Аллаха на земле как раз таки вот эти вот сосуды. И наши сердца, они по сути являются проявлением того, что в нем внутри, то и будет и снаружи. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самые наилучшие среди этих сердец – это, безусловно, сердца праведников, да, и которые будут чистыми, и которые будут мягкими. И вот это вот сравнение, на самом деле, оно показывает как раз-таки, что есть человек, что он из себя представляет. И если у него внутри тот самый стержень, та самая душа, если оно будет праведным, если оно будет стремиться к довольству Всевышнего Аллаха, то это будет непременно проявляться и на его делах, и на его поступках. И Малик ибн Динар, да смилуется над ним Аллах, один из известных ученых ранних веков, он говорил: поистине благочестивые люди, их сердца кипят делами благодеяний, кипят благими делами, и все это проявляется. А сердца же греховных людей, грешников, которые стремятся к грехам, они переполнены грехами и переполнены ослушанием. И поистине Аллах видит устремление каждого из людей, кем бы он ни был, праведник он, или же он грешник, или же, допустим, склоняется к чему-либо, или наоборот стремится очиститься. Аллах Тааля видит устремление каждого из них, и поэтому посмотрите на свои устремления, на свои наклонности, к чему вы стремитесь, что вы хотите, ваши цели какие. Смотрите на это, и да помилует вас Аллах. И поэтому вот это вот сердце, оно по сути, является прозрачным. Прозрачным в том смысле, да, что внутри оно будет виднеться и снаружи. И также сообщается от одного из ученых, который сказал: у Аллаха на земле есть сосуды. И Он из этих сосудов избирает и принимает и одаривает благами только тех, которые являются твердыми, которые являются мягкими и которые являются чистыми. Твердый, мягкий, чистый. Что это означает? И ученые, когда дают комментарии этому, они сказали, что твердое сердце подразумевается в этом, что он твердый в выполнении предписаний Всевышнего Аллаха. Он не какой-нибудь сегодня может, допустим, совершить какое-либо благое дело, какой-нибудь фарз, намаз выполнить, а завтра к нему уже легко относиться. Да? Может совершить, может и нет. Этот человек должен исправить свое положение. Потому что если будет оставаться вот в подобной неопределенности, в мягкости, это ему в итоге никакого блага не принесет. И поэтому он твердый при выполнении предписаний Всевышнего Аллаха. То, что Аллах Тааля возложил ему и сделал для него фарзом, он это выполняет. Без каких-либо отсрочек, без каких-либо уклонений, без уменьшений. И некоторые братья рассказывают, когда, только начинали, читать намаз, бывали, такие моменты, намаз нужно почитать. Да, что-то сейчас на концерт нужно сходить. Да, там сейчас нужно чай попить. Или еще что-нибудь сделать, да. Каза же можно сделать. Каза сделаем, все нормально будет. То есть возместим намаз потом, да, все равно снимем с себя эту ответственность перед Всевышним. Вот это как раз таки проявление того, что человек, отсутствие
твердости. И вот с этим надо бороться. И когда уже, конечно же, начинают учиться, изучать, что Аллах Тааля приказал каждую молитву в строго определенное время, и что без каких-либо серьезных и крайне необходимых причин нельзя откладывать молитву, да? И вот это вот все приводит к тому, что все, он уже с молитвой осторожен. Когда наступает время намаза, его первая забота, как совершить намаз. Когда он куда-нибудь выезжает в путь, его первая забота, он продумывает, просчитывает свой маршрут не по заправкам, не там, где вкусно покушать, а где я совершу намаз, как я буду молиться. Альхамдулилля, у нас в Татарстане каждое, что не заправка, что нет, то мечеть, то место молельни, но есть же много других регионов. И где такого богатства нету. Богатство мечетей, богатство комфорта для совершения поклонения. И поэтому в таких случаях, естественно, он должен быть готовым и в своем автомобиле или в средствах своих передвижения должен быть готовым к тому, чтобы как совершить намаз. И наступает и ураза то же самое. Должен готовиться к этому Рамазану. И не отлынивать, не уходить, а выполнить полностью до конца. И тот, кто будет стремиться к богобоязненности, Аллах Тааля ему облегчит. Потому что с людьми, с теми, которые не ходят в мечеть, общаемся, разговариваем, да, встречаемся с ними. Да? И вот от них иногда можно слышать такие вещи. 30 дней Рамазан, это же тяжело, хазрат. Я не смогу, и так далее. 7-летние дети могут. 10-летние дети нормально это переносят, а ты, 40-летний, я уж не буду говорить каван, да? Я просто говорю, 40-летний здоровяк, ты подавно сможешь это все вынести, эти трудности. И более того, если сердце будет устремленным ко Всевышнему, то Аллах Тааля тебе даст облегчение, и этого Рамазана в том числе. 30 дней уйдут незамеченными, да? И эти трудности, они, как правило, бывают только первый день уразы, второй день, третий день, там, может быть, давление поигрывает и так далее, а потом все, потом уже привыкаешь и начинаешь уже нормально переносить трудности Рамазана. И поэтому стойкость при поклонении, также мягкость при упоминании Всевышнего Аллаха. Вот это вот тоже необходимо. Каждый раз, когда мы поминаем Всевышнего Аллаха, каждый раз, когда мы изучаем Всевышнего Аллаха, читаем его книгу, да, эта мягкость должна проявляться. Человек такой твердый, как камень, неприступный, да, это ненормальный путь. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижники, да, они были для нас в этом очень большим примером. И иногда они были тверды, они могли дать отпор, когда в битвах, встречах там и так далее, да, но иногда они были мягкими. И, субханаллах, могли заплакать из-за одного аята. Поэтому мягкость при поминании Всевышнего Аллаха необходима и чистота. Чистота от наджиса, от грязи, от примесей, которые есть в сердце, которые может влиять на наш ихлас. Наши поклонения, они должны способствовать, соответствовать с ихласом, искренности. И если не будет искренности, это дело ушло впустую. Но иногда вместе с этой искренностью добавляются еще какие-то сторонние, какие-то желания, какие-то намерения, какие-то устремления. Вот с этой чистотой нужно стараться над этой чистотой, работать над этой чистотой, чтобы оставалось лишь чистое сердце. И также Аллах Тааля в Коране, когда описывает многобожников, лицемеров, он говорит: «Валя та'рифаннахум фи лахнил кауль». О Мухаммад, ты, вот этих вот твоих противников, противоборствующих, ты будешь узнавать по их оговоркам в языке. То есть их язык их сдаст. Их язык, он проявит то, что они к тебе враждебны, то, что тебя не любят, и они, то есть тебя ненавидят. Их язык это все равно выделит. И поэтому и это относится, этот принцип, он ко всему. К нашей жизни тоже. Когда, допустим, женщина там, или мужчина, когда кушать готовят, чтобы попробовать суп, да, маленькую ложку берем мы, соленый он или не хватает соли, да, чуть-чуть языком пробуем, одну ложку как бы пробуем, да, и потом понимаем, готов ли суп, нужно ли досолить, поперчить, может быть, там еще что-нибудь, да. Мы языком понимаем то, что внутри этой кастрюли и каким блюдом это будет. И то же самое наше сердце является проявлением того, что у нас наш язык
является проявлением нашего сердца. И то, что человек будет говорить, то, что он рассказывает, или же даже в любой момент, да, иногда, субханаллах, достаточно бывает поговорить с человеком 1 раз, 2 раза или 3 раза, чтобы понять, какой высоты человек, какого полета, какого развития, да, и даже, может быть, можно понять, да, как он вообще в вопросах религии сам себя ведет, сам с собой, как он себя делает. И рассказывают, да, что даже такой интересный случай, когда имам Абу Ханифа давал урок в мечети, да, и он уже был в возрасте, и расправлял ноги в сторону своих учеников. То есть, если ученики это воспринимали нормально, да, это такая вольность, когда я со своими близкими людьми могу себе позволить нечто большее, но с посторонними нет. И он сидел, говорит, с вытянутыми ногами. И однажды на этот урок зашел другой человек, которого раньше не знали, не видели, да, и сел рядом с ними. И имам Абу Ханифа постеснялся рядом с ним, с посторонним человеком, сидеть в такой позе, и собрал свои ноги. Но у него болели ноги. Собрал свои ноги и сидит, дальше рассказывает, ноги потирает там, да, и этот человек сидел, слушал, видимо, там речь шла про намаз, про времена намаза, да, и этот человек задает вопрос: о шейх, о ученый, скажите мне, пожалуйста, а если, говорит, солнце не закатится за горизонт до полуночи, когда, говорит, ахшам читать? И имам Абу Ханифа, услышав это, наступило время Абу Ханифы и расправил свои ноги. То есть одним вопросом до полуночи, до темноты, когда уже будет темно, солнце до сих пор будет стоять. Как это возможно? Это невозможно, да? Это если солнце, оно всегда над горизонтом, то темноты не будет, ночи не будет. И таким образом этот человек выдал самого себя, выдал свой уровень, да? Имам Абу Ханифа говорит, можно и расслабиться немножко, да, и ноги расправить, и сесть спокойно. И вот это вот проявляется, это везде. И при разговорах, да, и, субханаллах, даже во время знакомств, да. Вот от многих отцов слышал такое, когда приходит, говорит, парень познакомиться с моей дочерью, когда все происходит чинно, культурно, благородно, да, он, говорит, сначала разговаривает со мной. И иногда, говорит, вот сидишь с ним, разговариваешь, и уже понимаешь, этот парень, он уже созрел или ветер в голове? Он просто сам вырос, а мозг до сих пор остался таким маленьким, да? И там до сих пор в своем детстве пребывает. Сразу, говорит, становится ясно. И уже естественно уж, если вариант неподходящий, кандидатура не та, то сразу же ассаляму алейкум, да? И уж не давать ему, не питать его надеждами. И поэтому вот это вот суть того, что язык, проявление нашего нутра, нашего сердца, оно есть. И поэтому, уважаемые братья, конечно же, мы должны стремиться к тому, чтобы наши слова, наши устремления, они всегда были или стремились к благому. Чтобы и мы работали над самим собой, да? Иногда бывают шутки, которые невозможно позволить среди всех, и не нужно об этом говорить всем. Да? Иногда бывают какие-то либо слова, допустим, которые ты можешь сказать только лишь сугубо своим близким или даже, может быть, только жене. Не нужно об этом ходить распространяться. И иногда, да, какое-либо слово, да, оно может быть получается, такой тяжести греха, как сказал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов, смысл хадиса, иногда, говорит, человек говорит одно слово, и за это слово возвышается у Всевышнего Аллаха на множество степеней. Но иногда, говорит, одно слово произносит и даже не задумывается об этом слове, но это слово погружает его в джаханнам, в огонь на 70 лет, на расстояние 70 лет. И поэтому у нас в народе неспроста сказали, да, слово «не воробей» вылететь не поймаешь. Как только ты что-то скажешь, все, ты уже становишься заложником своего слова. До этого ты сам контролируешь свои слова. И также ученые сказали, что верующий может видеть признаки в себе того самого твердого, чистого, мягкого сердца. Но это, говорит, не должно приводить его к самообольщению. Самообольщение – это прямой путь к высокомерию и к погибели. Иблис, он погиб из-за чего? Он возвысился, стал высокомерным. Почему? Он сказал: «О Аллах, ты Адама создал из глины, из земли, а меня создал из огня. Огонь лучше, чем глина».
И получается, самообольстился самим собой. Он посчитал, что материя, из которой был создан, она лучше. И это привело его к тому, что он навеки вечный окажется в аду и является врагом Всевышнего Аллаха. И поэтому не должно приводить к самообольщению, но если есть этот признак, альхамдулилля. Если его нету, нужно стремиться над тем, чтобы это у нас проявлялось. Первый признак – это поминание Всевышнего Аллаха. Аллах Тааля в Коране сообщает про верующих: «Аллазина ядкуруна Аллаха кияма ва кууда ва аля джунубихим». Верующие – это те, которые поминают Аллаха в стоячем положении, в сидячем положении и даже лежа на боках. Это о чем говорит? Что вот эти вот положения человека, стоя, сидя, лежа, это занимает практически все наше время. Мы 24 часа в сутки, мы либо лежим, мы либо стоим, мы либо сидим. Едем в школе, на учебе, в офисе, на работе. То есть это наше основное положение. И Аллах Тааля что говорит? Те, которые поминают Аллаха. Поэтому стремиться к тому, а поминаю ли я Аллаха так много, что во всех этих проявлениях, положениях, позах у меня зикр выходит изо рта. Вот это вот вопрос каждому из нас. И также ученые сказали, что, конечно же, наилучшее поминание Всевышнего Аллаха – это чтение Его книги и изучение Его знаний. Изучение основ твоей религии. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если будете проходить мимо кружков, мимо садов рая, остановитесь и присядьте. И когда спросили у посланника Аллаха, а что это за сады рая, тем более на земле, да, что это такое? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: это кружки поминания. Кружки поминания, и под этим подразумеваются кружки изучения религии, изучения слов Аллаха. Изучение того, что Аллах Тааля тебе не спаслал. Изучение того, что тебе пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил. И вот это вот на самом деле очень такое вот печальное проявление. Почему? Потому что на сегодняшний день, вот куда ни посмотри, открой Инстаграм, открой другую соцсеть и так далее, да, везде такая тенденция: нужно прокачиваться, нужно увеличивать свою квалификацию, нужно расти, нужно там то, нужно это, да. То есть, когда говорят прокачиваться, расти и квалификацию, подразумевают мирские знания, подразумевают те вещи, которые касаются его жизни, сейчас, здесь. Маркетинг, там, я не знаю, там, управление, там, я не знаю, там, и всевозможные вот эти вот курсы, интенсивы, повышение квалификации и так далее. И это присутствует в каждой профессии, альхамдулилля. И более того, если обладатель какой-нибудь профессии стремится к этому, это хороший признак. Если стоматолог постоянно работает над тем, чтобы изучать новые какие-то технологии и увеличивать свои способности, это большой супер, это большой плюс ему. Потому что в дальнейшем, иншаллах, он еще будет долго востребованным в своей профессии, и это надо. Но тут суть происходит, когда появляется дисбаланс. Он свой скилл, свой, получается, уровень прокачал, мирской уровень, до таких уровней, а религиозный, как остались 3 класса, так и остались. Как остались там алифба, так и осталось. Как не различал раньше букву алиф от простой палочки, так и не различает. Этого быть не должно. Баланс должен соблюдаться. То есть рост необходим и в мирских делах, и в делах ахирата. И более того, это для тебя более важно. И более для тебя, как сказать, важнее. Почему? Потому что это касается твоей вечной жизни. А это касается мирского временной жизни. Надо тоже, но это временно, а там вечно. И поэтому стремиться нужно к этим кружкам поминания, стремиться к изучению книги Всевышнего Аллаха, стремиться что-либо узнать из твоей религии, чтобы ты, во-первых, крепко стоял на ногах, ну и дальше, чтобы развивался и вот как не ржавел. Вот если какое-нибудь железо, да, не будет использоваться, оно будет стоять под водой, да, оно будет потихоньку ржаветь, оно потихоньку будет таким, как бы все портится, все хуже и хуже, да. Нет. Нужно постоянно быть в движении, в изучении, чтобы не забыть даже то, что ты раньше изучал. И повторение, это тоже является получением знаний. Потому что Аллах Тааля, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Фадаккир фа инна дзикра танфауль му'минин». И напоминай же им, и напоминание будет полезным для верующих.
И еще вот этих вот признаков, их очень много, 6 или 7 признаков. Иншаллах, возьмем эти признаки чистоты сердца на следующих уроках. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант.